Rossiyaning kartasi bu mana. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Ниматов заявил, что режим Мирзияева рассматривает возможности по вступлению в ЕАЭС. Об этом он заявил в интервью агентству РИА Новости. Сейчас изучается этот вопрос, тщательно изучается. Изучение потом будет ставиться на весы и, естественно, будет приниматься решение, рассказал Ниматов в беседе с журналистами. Bu ittifakın esaretlerini Kazakistan'da hem Kore yapmış, Kırgızistan'da hem. Mesela Kırgızlar hazır bazı yerlerde mitingler kılışıyor bu ittifak karşı ve В свою очередь, узбекский оппозиционер Мухаммад Салих, возглавляющий Народное движение Узбекистана, выступил с видеообращением на своем сайте 27 декабря. По мнению оппозиционного политика, вступление Узбекистана в ЕАЭС является политической угрозой для страны. Даже диктатор Каримов говорил в 2014 году, что вступление Узбекистана в ЕАЭС является угрозой для независимости. Но Мирзияев хочет решить вопрос, как говорится, без сучка, без задоринки. Кажется, он считает, что ведет более умную политику, чем его учитель, считает оппозиционер. hatta Lukashenko hem bu ittifaktan şikayetçi. Bana şuna kadar fonda ve То есть чиновник говорит, что власти не будут ломать голову над тем, как найти работу для постоянно растущего населения. Мы будем готовить население к миграции, поручим защиту его прав департаменту миграции соседней страны. Этот департамент ознакомит мое население с правами мигранта, создаст условия, чтобы не умереть от голода, воодушевленно говорит Ильхом Ниматов. Вот вам решение проблемы – национальная политика Мирзияева. Это визион руководителя Узбекистана, считающегося одной из самых богатых природными ресурсами стран мира, говорит Мухаммад Салих в своем заявлении. integrasyon hem iktisadi hem siyaseten bitti bir koordinatif bir merkez kurulup yani bitti devlet demeyeyim ben ama bir ittifak olarak ortaya çıksa keyin başka ittifaklar hakkında oylap koyuyor.